Здравствуйте, в эфире программа «Актуальный разговор», в студии Тимофей Ефремов. У нас в гостях сегодня Анастасия Тимонани, директор агентства «Панорама», Вячеслав Иванов, исполняющий обязанности директора сектора по взаимодействию с партнерами по кредитованию, и генеральный директор Центра ипотечного кредитования Евдокия Петрова. Сегодняшняя тема — наше жилище и жилищное строительство в условиях кризиса. Начинаем наш диалог с того, что в марте этого года при объезде городских строек заместитель мэра Сергей Игнатенко заявил, что ипотека умирает, поскольку с начала года на тот период было совершено всего лишь 10 сделок по ипотеке. Насколько оправданы эти опасения и действительно ли ипотека умирает? Отвечим, наверное, от лица банка. Ипотека умершим, конечно, нельзя считать. В частности, наш банк продолжает выдавать и ни на один день не переставал выдавать ипотечные кредиты. Также этому способствует новая ипотечная программа «Ипотека с господдержкой». В ее рамках можно приобрести объект недвижимости на первичном рынке. И жители города Якутска на сегодняшний день проявляют к этому очень большой интерес. И я думаю, каждый день интерес растет к этому. А какое мнение у остальных гостей? Насколько сейчас активно люди пользуются ипотечными кредитами? Можно ли сказать, что интерес упал у людей и возможности уменьшились? В январе-феврале какая-то пассивность была, потому что все-таки ставки банков повысились, и народ, можно сказать, испугался и как бы выжидал, да, что будет дальше. Но с учетом этой программы, которая озвучена, да, ипотека с господдержкой, в марте рынок уже активизировался, и на квартиры где-то в пределах 4 миллионов люди уже активно начали подавать заявки на ипотеку именно в новостройках, и сейчас уже получают, можно сказать, вступают в долевое строительство. Если в сравнении с прошлым годом, то насколько активно люди сейчас используют? Даже, может быть, немножко активнее именно в этом секторе, да, я не имею в виду ни вторичный рынок, ни дорогую недвижимость, а более экономичную недвижимость, потому что даже по сравнению с прошлым годом эти ставки получились ниже. Если в прошлом году до кризиса ставки были где-то в среднем 13% по всем банкам, то мы сейчас ведем речь о 12% годовых. То есть даже, можно сказать, в кризис у нас ипотека получилась до 3 миллионов более доступной. Да. А по вашему мнению, следует ли в этом направлении государству идти дальше, чтобы, скажем так, повышать поддержку? Я считаю, что да, именно сама эта политика показала эффективность, да, мы только ее начали же, получается, с марта применять, и эффективность уже налицо. Соответственно, другие меры государственного вмешательства в ипотечное кредитование тоже дали бы большой результат. Их на самом деле много, я чуть позже, может, перечислю, да, какие я вижу, как специалист в области недвижимости. Поэтому государственное вмешательство, я считаю, помогло бы и сохранению строительного рынка в Якутии, да, и получению людьми доступного жилья, и вообще процветанию. Даже, может быть, во время кризиса не процветанию, а сохранению строительного этапов, новостроек, и чтобы стройки многие не встали, например. А что можно сказать по этому поводу Центра ипотечного кредитования? Как уже отметили мои коллеги, на рынке наблюдается снижение именно спад покупательской способности. Это может быть связано с чем? Как уже говорили, повышение процентных ставок по ипотеке. Да? Но в целом у населения не отпадает желание приобрести, проблема это не решается, то есть есть все равно желание приобрести жилье, но здесь уже методы именно оформления, каким способом приобретать жилье, да, стоит вопрос. То есть на сегодняшний день и работают средства материнского капитала, которые до сих пор люди хотят использовать на приобретение жилья. В основном, да, как отметили, уже сейчас идет продажа именно по новостройкам в связи с государственной поддержкой. А в целом, например, если обсудить, взглянуть на цены на рынке,
ситуация кризисная повлияла на то, чтобы цены стали снижаться, например? Потому что говорили о том, что будут падать цены на вторичном рынке, соответственно, потянет за собой первичный рынок. Вот это случилось как бы заметно? Да, есть такое наблюдение вот именно по готовому жилью, да, вторичный рынок. В связи с тем, что покупательская способность снизилась, соответственно, есть снижение, некоторое снижение стоимости именно готового жилья. А по новостройке как бы стоимость 1 квадратного метра по застройщикам она сохраняется. Просто как бы на сегодняшний день идет очень много акций по снижению именно квадратных метров от застройщиков. То есть они дают возможность именно в это время как бы увеличить свои продажи. Ну, то есть у них тоже снижение, но немножко подход другой, более маркетинговый подход у застройщиков. Я считаю это правильным. То есть если застройщик раньше продавал за 75 тысяч за квадратный метр, то вот, например, в марте он объявляет акцию, что квадратный метр в марте, если вы вступите в долевое строительство, то будет составлять 60 тысяч. Соответственно, можно сказать, он благодаря этой акции продает там половину дома, да, то есть половину квартир в этом доме. Ну, есть такие случаи, и достаточно у многих застройщиков можно увидеть такие акции. То есть, мне кажется, это все равно можно приравнять к какому-то снижению квадратного метра. А вот в плане финансового обеспечения, вот что может сказать представитель Сбербанка? Насколько сейчас люди предпочитают, скажем, обойти ипотеку, какие-то кредиты взять, предположим, на покупку жилья? Есть ли такая возможность? Если просто, скажем так, там, человек хочет именно или на вторичном купить, или же просто добавить недостающую сумму, но как-то вот есть ли желание людей обходить ипотеку, или все-таки новая ставка вот с государственной поддержкой, она привлекательно выглядит? Так, ну, если брать среднестатистические слои населения, то в любом случае требуется какая-то финансовая поддержка. То есть либо это ипотечный кредит, либо люди по-разному как-то выходят из ситуации, могут взять и потребительский кредит. На сегодняшний день мы также не приостанавливали выдачи по потребительским кредитам. Ну, также можно использовать материнский капитал как первоначальный взнос. В нашем случае есть программа «Ипотека плюс мат-капитал», где ребенку до 3 лет также можно использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Вот. Ну и ребенку более 3 лет в том числе. Да, я вот соглашусь с тем, что именно по первоначальному взносу у большинства населения возникают какие-то проблемы. Поэтому вот и некоторые институты, вот типа материнского капитала, да, многим семьям очень помогли, и они благодаря именно только наличию таких инструментов смогли себе позволить купить недвижимость. Например, вот многодетные семьи, если бы не было материнского капитала, они бы даже и не приобрели, да. Также наше агентство недвижимости «Панорама» провели исследования именно по всем субъектам Российской Федерации, какие на региональном уровне есть способы вот снижения вообще вот ипотеки и разного рода субсидий. Оказывается, каждый регион имеет такие программы, некоторые даже очень успешные. Хотелось бы несколько отметить, да, возможно, это же перенять и у нас тоже как-то внедрить, да. Поразили вот программы, например, в Республике Мордовия, там многодетным семьям 10% ипотека сокращается при наличии 2 детей, при наличии 3 детей там 20, при наличии 4 детей 20, и если у вас 5 детей, то ипотеку закрывает государство. То есть это такая мера социальной поддержки? Да, во-первых, социальная поддержка многодетных детей. Например, в Краснодарском крае есть льготная ипотека 6%, то есть я так понимаю, что разницу между ставкой банка и ставкой вот, льготной ипотеки покрывает, скорее всего, государство. Да? Ну, бюджет региона, видимо. Да, бюджет региона. И вот таких программ много. Наверное, надо будет это все как-то методично преподать им, возможно, как-то вот в виде инициативы, что ли, это написать, да, вот. Потому что в нашем регионе были программы вот, молодому учителю, да, они очень помогли многим семьям молодых учителей приобрести жилье. Например, субсидирование было в размере 20% от стоимости жилья. То есть это и есть первоначальный взнос, да, поэтому многие учителя смогли воспользоваться этой субсидией и приобрести жилье. Вот. А, скажем так, вот была у нас одна инициатива, это вроде пилотного проекта.
Вот она как-нибудь влияет на рынок? Вот, например, сейчас эта программа бы позволила бы, если в него в большем объеме, скажем так, вложились, активизировать строительный рынок? Или же это искусственное какое-то вливание средств и не совсем правильно? Ну, пилотные проекты, они созданы для того, чтобы поддержать именно строительство жилья вот в республике, ну, в целом вообще по России, да. Все акции, даже вот в банках есть программа акции для застройщиков, то есть это мотивация для застройщиков, чтобы они больше строили, как бы, да. И, соответственно, под эти акции соответственные процентные ставки снижены, что удобно и для покупателей получается. Ну, и пилотный проект дает право как бы человеку без первоначального взноса, без проблем, в принципе, купить квартиру, но здесь ограничение идет там по количеству участников. То есть все равно весь в широком плане население не охватывается? Да, не охватывается. Вот наша организация, вот Центр ипотечного кредитования, буквально вот в апреле этого месяца, 10-11 числа, мы провели очередную специализированную ярмарку «Ипотека и недвижимость». Цель этой ярмарки уже именно создать удобную площадку для населения, которые именно хотят купить жилье, да, решить все вопросы по приобретению жилья. То есть в прошлом году 2 раза, ну, эта ярмарка проводится 2 раза в год. Вот в апреле вот удачно провели ярмарку. И следующая ярмарка у нас будет в сентябре месяце. Вот я хочу привести некоторые цифры по итогам этой ярмарки, да? Тут, получается, мы провели анкетирование населения, которые именно участвовали, вот, приходили на ярмарку. Цель визита в основном получается 32,34% посетивших – это получить ипотеку. Продать недвижимость подошли 5,29% населения. Это получается на продаже на вторичном рынке. Да? А подобрать недвижимость подошли 23,90%. И получить консультацию в целях ознакомления 27,35%. Ну, то есть, получается, население до сих пор как бы имеет спрос именно на приобретение жилья, да? Еще такая статистика, что из посетивших ярмарку 53,59% населения, они имеют собственное жилье, а 46,41% не имеют собственного жилья. Но о чем говорит, что ярмарку даже посещают те люди, которые и имеют на сегодняшний день жилье, да, но имеется в виду возможно решение проблем как бы на детей квартиру привести и так далее, да? А вот там есть данные у вас, например, сколько человек пришло покупать уже в первый раз квартиру, а сколько улучшает жилищные условия, скажем так? Кстати, к сожалению, нет такой статистики, кто первый раз обратился, да? Такой статистики нету, но есть такая информация, что 95,05% посетивших, они хотят приобрести жилье именно в городе Якутске. Ну, может быть, это связано с тем, что в основном основная половина населения посетивших это городское население, да? Из 0,63% желают купить в Улусе, 1,26% хотят купить за рубежом. И 3,6% посетителей хотели бы приобрести в регионах именно России. Источником приобретения они указывают, что 21,32% они за счет личных сбережений. А за счет ипотеки вот есть 50,58% заявили желание купить через ипотеку. То есть, ну, это понятно, да, получается, средний уровень дохода населения на сегодняшний день, как бы, к сожалению, ну, скажем, нестабильный, средний, да, и в связи с тем, что повышение вообще процентной ставки банка, как бы, дает знать, что в любом случае население, половина населения, желающих купить квартиру, они обращаются именно в банки в целях получения ипотечного кредита. Но если дать такую статистику именно какую недвижимость они хотят купить, да, ну, тут и статистика показывает, что 29% желают купить именно однокомнатную квартиру, 30,03% двухкомнатную, 12,44% населения трехкомнатную, 1,58% это четырехкомнатную, частный дом хотят купить 7,01%, построить дом хотят 6,74%, и земельный участок хочет купить 4,26%.